Добрый вечер. С вами программа «Якутия Лайф». И сегодня я, Ирина Ефимова, и мой соведущий Максим Терещенко поговорим о проблемах Нерюнгринского района республики. Последние 2 недели район часто упоминают в СМИ. В связи с невывозом мусора, с отставкой главы района Виктора Станиловского, остановкой энергоблоков на ГРЭС и другими вопросами. Досрочные выборы главы Нерюнгринского района республики назначили на 25 апреля. С 30 января кандидаты уже могут выдвигаться на выборы. Поэтому о том, какие вопросы волнуют нерюнгринцев, расскажем сегодня. Наша съемочная группа опросила местных жителей. Я думаю, что раньше у нас были огромные проблемы с дорогами, но сейчас более-менее все наладилось. Единственное, что бы я отметила, это проблема со специалистами в структуре здравоохранения. Не хватает узких специализаций, нехватка врачей. Нам, нашей семье, не хватает каких-то культурно-массовых мероприятий, проводимых с детьми. То есть у нас существует одна только игровая комната, которая, к сожалению, тоже в период пандемии была закрыта. Проблема собак и проблема мусора. Ну и со снегом на дорогах. Дороги вроде чистят, но снег сгребает в бок. И очень часто, вот как автомобилист, я правда не вижу, выходит кто-то из-за пешеходного перехода или нет. Это очень неприятно. В нашем районе полностью отсутствует освещение. Дети, когда возвращаются со школы, и совершенно не видно ничего. Большая проблема лес, который находится за налоговой. То есть там постоянное сборище пьяных, постоянно дебошири, и очень страшно проходить к товарам для дома. Судя по обращениям граждан и комментариям в соцсетях, основные проблемы, которые волнуют жителей Нерюнгринского района, это проблемы ЖКХ, вывоз мусора, здравоохранение, работа промышленных предприятий и экология и ряд других вопросов. Сегодня мы обратим внимание на те темы, которые занимают первое место в списке. Это ЖКХ, медицина и промышленность. Ну а сегодня на прямой связи с нами в первой части программы министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Дмитриевич Садовников и исполняющий акт главы Нерюнгринского района Евгений Витальевич Галактионов. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Задать свой вопрос можно прямо сейчас по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. На прошлой неделе Нерюнгринский район прогремел в СМИ из-за аварийного отключения 2 энергоблоков на ГРЭС. Случилось это 28 января. 31 января уже все агрегаты запустили в работу. Оборудование работает в штатном режиме. Причиной технологического сбоя назвали свищ в котлах. Когда такое происходит зимой, это людей пугает. Дмитрий Дмитриевич, возможно ли повторение такой ситуации в будущем и что нужно району, чтобы избежать таких аварий? Добрый вечер. На самом деле, Нерюнгринский район постоянно получает паспорт готовности. И то, что случилось, конечно, это бывает такое технологическое нарушение. Никто этого, конечно, не хотел, безусловно. Если взять, конечно, этот отопительный сезон, вы знаете, что он самый один из холодных, который у нас сегодня зафиксировано последние 30 лет. С момента начала низких температур все предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики перешли на повышенный режим работы. И я считаю, что здесь, даже вот исходя из этой аварии, крупной, можно считать, что мы вышли достойно. Надо дать должное энергетикам, но в то же время Нерюнгринский район действительно хоранит. И у нас с конца того года еще были моменты, когда отключились. И здесь, конечно, то, что вот вышли 2 энергоблока, это, конечно, безусловно, нас, как говорится, тряхануло, если так по-простому. И считаю, что вот то, что вот ранее было принято, и связь между центральными, западными, южно-якутскими энергорайонами республики, вот объединенной энергосистеме, налаженная, которая с начала 2019 года в очередной раз подтвердила свою эффективность. И отклонения от рабочего режима оборудования объектов генерации прошли для потребителей, можно сказать, незаметно. Хотя мы действительно работали, мой первый заместитель Емельянов Вячеслав Павлович туда непосредственно в Нерюнгри выезжал, обсуждали. Ну и в целом мы с районом и с городом
с администрациями связь держим. И то, что выпало, те мощности, мы получили перетоки от центрального района республики, и то, что чуть-чуть не хватало, получали от Амурской энергосистемы. И я повторюсь, надо дать должное энергетикам, но и работникам, то, что своевременно в указанный срок они устранили то, что произошло с ВИЧ. Ну, конечно, это, наверное, надо было обратить внимание во время подготовки к отопительному сезону, да? Но, повторюсь, это энергоблоки, это тоже технологическое сооружение, которое имеет место быть, таким, скажем, нештатным ситуациям. Да, Дмитрий Дмитриевич, я уж прошу прощения, дополню, да, действительно, в этот момент энергетики, как никто, оперативно среагировали, сразу и в правительстве была комиссия собрана, а энергетики организовали круглосуточное дежурство, да, все было сделано для того, чтобы жители не почувствовали вот этих неудобств. Ну, слава богу, все необходимые решения были приняты. Ну, в общем, все вовремя среагировали, все вовремя сделали. В январе нерюнгринцы столкнулись с несвоевременным вывозом мусора на территории города Нерюнгри. После многочисленных жалоб местных жителей по многоквартирным жилым домам города прошел рейд. В подъездах выявили мусоропроводы, переполненные до 2-го и даже до 4-го этажа. Причиной задержек с вывозом мусора стало состояние мусороуборочной техники единственного в Нерюнгринском районе регионального оператора МУП-переработчик. Гидравлическая система мусоровозов отказала из-за холодов. Работает она при температуре до 40 градусов мороза. Руководитель МУП-переработчик отказался от участия в нашей программе и сказал, что вопрос уже улажен. Комментировать нечего. Между тем, в соцсетях жители продолжают писать, что адресно эта проблема есть. Евгений Витальевич, сейчас вот как обстоят дела с мусором в городе и в районе? Добрый день, уважаемые участники нашей дискуссии. Да, действительно, в конце декабря и в начале января мы столкнулись с такой проблемой, где нас из-за низких температур подвела техника. Но, к счастью, сегодня у нас создана комиссия, оперативный штаб, где мы четко поставили направление, значит, отработали. На сегодняшний день по Нерюнгринскому району таких замечаний просто нет. Ну, хочу добавить, да, что на сегодняшний день вообще жители, думаю, наверное, нашего Нерюнгринского района интересуют эти вопросы, чтобы люди понимали, каким образом мы действуем и что мы хотим вообще получить. Сегодня региональный оператор МУП-переработчик обслуживает, согласно соглашению, значит, 2 региона. Это муниципальное образование Нерюнгринский район и Алданский район. Мы на уровне республики подняли вопрос о том, чтобы все-таки разделить 2 этих зоны. Таким образом, мы считаем, что просто-напросто будет, наверное, лучше и продуктивнее работа построена как в Алданском районе, так и в Нерюнгринском районе. Сегодня у нас работает 15 единиц техники, 9 машин с задней загрузкой и 6 машин с боковой загрузкой. Значит, в ежедневном режиме мы мониторим это дело. Если какие-то есть вдруг у жителей вопросы, которые возникают, пожалуйста, они готовы, могут обратиться в любой момент в нашу районную администрацию, и мы постараемся решить этот вопрос очень быстро. Спасибо. Спасибо, Евгений Витальевич. Вопрос к Дмитрию Дмитриевичу. Я думаю, жителям других районов тоже будет интересно узнать, насколько холодная погода влияет на работу спецтехники и сколько единиц транспорта по вывозу отходов должен обслуживать такой крупный город, как Нерюнгри. Ну, или, например, целый район. Ну и как, соответственно, ваши министерства помогут району решить проблему с вывозом отходов. Дмитрий Дмитриевич, пожалуйста. Ну, на самом деле, вот надо дать должное, да, Нерюнгринскому району, то, что они своевременно вот этот момент поймали и своего регионального оператора, по сути, организовали в региональной зоне, которая определена вот 5 зонами нашей республики. И в южной зоне сегодня работает МУП-переработчик. И Евгений Витальевич, по-моему, не сказал то, что район их регионального оператора поддерживает. Они вот за это время работы рекоператора дополнительно купили 4 спецтехники. Это здорово на самом деле. Но в то же время мы, когда изучали в целом состояние рекоператора, в целом норматив, то здесь такой большой район
как Нерюнгри, да, и в целом по зоне должны, у рекоператора должно быть 44 единицы спецтехники. И в том числе для Нерюнгри это 8 единиц. О чем вот Евгений Витальевич выше сказал. И сегодня проблема действительно при низких температурах она возникает. Вы даже здесь вот по столице можете посмотреть, как дорожная техника не выезжает из-за того, что есть низкая температура. Хотя региональный оператор в центральной зоне, он, надо дать должное, он работал в городе Якутске. И я считаю, что рекоператор Нерюнгринский, он должен перенять опыт работы регионального оператора Якутской сети, как у них это получается. Если здесь получается, такие же, еще ниже температуры стояли здесь, в центральной зоне, а региональный оператор работал, а в Нерюнгри почему-то возник такой большой коллапс. Сегодня проблема действительно устранена, и с региональным оператором мы тоже общаемся. В качестве поддержки они в прошлом году в целом во время пандемии была оказана федеральная помощь, видишь, 69 миллионов, это на всю республику, на 5 рекоператоров. И они эти деньги получили в прошлом году. Каждый разной пропорции. Спасибо за такой подробный ответ. А Евгений Витальевич, много сообщений на горячую линию разрывает прямо по бродячим собакам. Писали вот из геологов 49, но я думаю, на самом деле там и другие дома захватывает. Это зона ответственности городских или районных властей. И что делает район, чтобы решить эту значимую проблему? На самом деле, я скажу сейчас за все поселения, которые входят в состав Нерюнгринского района, конечно, отчасти это полномочия всех поселений. Но, конечно, не снимает этой ответственности, в том числе и с Нерюнгринского района. На сегодняшний день у нас тоже создана общая такая комиссия по Нерюнгринскому району, куда входят все главы поселений. Значит, мы работу построили следующим образом. Значит, сегодня оцениваем ситуацию. Значит, нам сложности у нас какого плана? Сложности, естественно, финансирования. Дело в том, что наше муниципальное образование, оно дотационное. Цифра самого питомника будет... Меня слышно, да? Мы работаем в прямом эфире, связь не всегда идеальна. Вернемся, я надеюсь, к спикеру. Нерюнгринский район также у всех на слуху из-за неоднократного загрязнения рек промышленными предприятиями района. Экологи отметили в реках Чульман и Верхняя Нерюнгра в 2020 году загрязнение ионами аммония, стронция и марганца. И поскольку мой соведущий еще и министр промышленности, поэтому вопрос к нему. Максим Викторович, какие промышленные предприятия ведут работу в Нерюнгринском районе и кто из них как влияет на экологию? Перечень предприятий, он действительно широкий, и направления здесь несколько, я бы даже выделил отрасли. Да? Угольная, и все знают компании Якутуголь, Эльгауголь, Колмар. И сейчас еще вернемся к этому вопросу. Сегодня у нас есть такие транспортирующие системы, где трубопроводы. Это компании «Газпром», «Трансгаз», «Томск». Конечно же, Восточная Сибирь, Тихий океан, эксплуатирующая компания «Транснефть Восток». Но есть и золотодобывающие компании. Проблем, мы понимаем, хватает, но идет и развитие при этом. Мы, нерюнгринцы, многие на этих же предприятиях и трудятся. Я думаю, от работы каждого человека и каждого нерюнгринца зависят эти результаты. Понимаем прекрасно проблему. Я помню, на отчете в Чульмане, это, наверное, самый острый вопрос был по загрязнению реки Чульман. Но хорошо, что и компания «Колмар» это услышали. В прошлом году глава Якутии присутствовал на открытии очистных сооружений. Это очень значимый момент. Буквально недавно, в январе, на очистных сооружениях с визитом был министр экологии Якутии. То есть здесь контроль идет, и я надеюсь, что река Чульман, на которой все нерюнгринцы рыбу ловят и отдыхают под мостом в Чульмане, она станет чище. По Якутуглю, они в прошлом году, например, вложили 28 миллионов рублей в экологические мероприятия по этому направлению. То есть
компании работу ведут. Я, кстати, хотел бы отметить высокую активность нерюнгринцев, и здесь бы не только сказал бы горожанам, да, а те, кто живут в Чульмане, жители Нерюнгринского района, и в Енгре. У нас и в министерство поступают звонки, обращения. Вот не так давно, например, строители дорожные незаконно добывали песок вдоль русла реки, раздался оперативный звонок, мы отработали, и, соответственно, сейчас ведется работа по привлечению к ответственности вот таких вот предпринимателей, которые, к сожалению, могут нанести вред. Поэтому я искренне верю, эта работа идет, что от работы каждого нерюнгринца, угольщика, золотодобытчика зависит состояние экологии в родном районе, и компании, соответственно, тоже будут принимать необходимые меры. Спасибо. Давайте спросим у Евгения Витальевича, что район делает для того, чтобы улучшить экологическую обстановку. Какую ответственность несут те предприятия, которые загрязняют воду и почву? Евгений Витальевич, вы на связи? Да, я на связи. Значит, у нас в районе создано несколько программ. Значит, сейчас мы пересматриваем одну из программ, в которую хотим добавить финансирование. Значит, у нас в январе месяце прошла коллегия выездная, на которой присутствовал министр экологии, где мы встречались и с общественностью, где мы заслушали все предприятия промышленные, это и Колмар, это и Якутуголь, Эльгауголь, значит, которые все доложили. Сегодня мы пересмотрим свою программу, увеличим финансирование именно в части экологии. Был такой вопрос, для примера вам скажу, значит, по поводу того, чтобы мы каким-то образом контролировали выбросы в атмосферу, то есть выхлопов с той же обогатительной фабрики. Поэтому мы сейчас смотрим по приобретению специального оборудования, которое мы, наверное, купим, установим и будем независимо от этого контролировать. Спасибо. Спасибо. Максим Викторович, смотрите, что пишут в соцсетях. Постройте лучше теплую остановку в Сырборе для шахтеров. Каждый день множество народов трусятся там на ветру. Прекрасно понимаю, что за остановка. Сам и в детстве на ней стоял, когда ехал в Чульман, например, и когда инженером работал в Серебряном Бору. Прекрасно понимаю даже сейчас тяжелые условия. И когда в Нерюнгри был, в Сырборе мы тоже встречались, общались с главой поселения. Что на сегодня сделано было для жителей? Глава поселения договорился с магазином и здание, где администрация находится, для того, чтобы жители могли там согреться. Для шахтеров, к сожалению, остановку немножко отвели в сторону. И, соответственно, они не могут, те же места для отдыха, их больше гораздо, где находиться. Я думаю, мы эту работу, с учетом, как все проходит, надо провести с предпринимателями, и мы еще с угольной компанией пообщаемся, может быть, сообща эту проблему сможем решить. Вот еще вопрос. Куда поступают налоги от Колмара и Эльги? Какие перспективы ждут нерюнгринцев? Вот это важный вопрос, и все должны тоже, действительно, куда деньги уходят, где эффект. А вот как раз давайте, нерюнгринцы, подумаем, дороги. Сейчас по району сколько дорог осталось в грунтовом исполнении? Понятно, зима немного, Дед Мороз сглаживает нам дороги, но тем не менее уже не так много этих участков осталось. Посмотрите на детские сады и школы, все покрашены. За счет чего? За счет налогов. Посмотрите, сегодня строятся другие объекты, тянутся линии электропередач. Это все за счет налогов, которые поступают от таких компаний, от ответственных компаний, социально ориентированных. Вот еще вопрос на горячую линию пришел, прямо адресно к вам. Максим Викторович, у меня вопрос. Какие инвестиции пришли в Нерюнгринский район за последние 5 лет? Какие федеральные программы? Какие производства открыты в Нерюнгринском районе за последние 5 лет, кроме угледобывающей промышленности? Если можно как-то... Интересно, а почему кроме угледобывающей промышленности? Сегодня угледобывающая промышленность, которая в основном на юге, это 10 тысяч человек работающих. Это раз, и, соответственно, посмотрите, в том же Чульмане, который не так давно в запустении был, там сегодня ремонтно-механическая база, ряд других объектов общежития, это сделали угольщики. Но спросили, отвечая, есть сегодня вклад средств в геологоразведку на территории района, это и золотодобыча, угледобыча, есть приросты ресурсов, соответственно. Возьмите Беркокит. Вот если вы едете из Беркокита, в сторону Енгур, по правой стороне БелАЗ-24 стоит. Кто не знает, пожалуйста, обратите на это внимание. К примеру, объект, то есть территория опережающего развития относится. Малые предприниматели сегодня развиваются вокруг территории опережающего развития. И этот перечень можно продолжать.
Поэтому тот, кто задает вопрос, с удовольствием лично и фотографии готов показать, и о развитии дополнительно объяснить, к сожалению, ограничены во времени. Так, ну что ж, мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, это программа «Якутия Лайф», оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия Лайф». Сегодня обсуждаем проблемы Нерюнгринского района республики. Меня зовут Ирина Ефимова. Вести этот выпуск мне помогает министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. И к нашей студии подключилась министр здравоохранения Якутии Елена Афраимовна Борисова. Также ждем главного врача Нерюнгринской ЦРБ Алексея Александровича Еворского. Елена Афраимовна, здравствуйте. Добрый день. Вопросы на горячую линию поступают лично вам. Каждый год наши образовательные учреждения проходят плановый медицинский осмотр. Существует ли возможность детального психиатрического обследования руководителей и всех сотрудников? Потому что некоторые сотрудники, педагоги, страдают психическими отклонениями. Заранее спасибо. Вопрос из Нерюнгринского района. Очень интересный вопрос, спасибо. Но на самом деле надо отметить, что мы работаем в рамках постановления правительства Российской Федерации 337, где все работники учебно-воспитательных организаций обязаны раз в 5 лет проходить медицинское освидетельствование, в том числе по психиатрии. Изначально этот процесс ведет в рамках консультации психиатра плюс электроэнцефалограмма. И если есть необходимость, тогда человек направляется на уже более углубленный, детальный, в том числе и психиатрический осмотр. Надо отметить, что здесь являются и все работники, и в том числе и руководители таких организаций обязаны проходить такие медосмотры. Подчеркну, что в рамках диспансеризации, которую мы проводим ежегодно, осмотр психиатрической службы не предусмотрен. Спасибо. Вот подтвержу слова, да, профосмотр в Нерюнгри очень серьезно организован, просто так мимо любого врача не пройдешь. В промышленных предприятиях, да? Однозначно. Алексей Александрович, местные жители говорят, что рентген не работает с сентября, нет врачей и УЗИ, в больнице холодно. Расскажите, пожалуйста, о ситуации и как вы это исправляете? Добрый день. Меня слышно? Да-да-да. Ага. Этот вопрос, скорее всего, видимо, по Чульманской городской больнице, потому что в Нерюнгри у нас рентген, УЗИ работает, и во всех помещениях тепло. Действительно, в Чульманской городской больнице есть проблема с рентген-исследованием и УЗИ-исследованием. Причина здесь в том, что помещения, а именно кабинеты УЗИ и рентген, не соответствуют санитарным правилам и нормам. Это первое. И второе. Рентген-аппарат и УЗИ-аппарат вышли из строя. Сейчас мы что делаем? Первое. Мы подготовили проектно-сметную документацию. И сейчас она проходит экспертизу в комитете Центра образования в городе Якутске. И подали заявку в Министерство здравоохранения на закупку нового аппарата для рентген-исследований. Данные мероприятия проводятся в рамках развития здравоохранения, а именно развития первичного звена. Также по теплу, это тоже по Чульману, скорее всего, по поликлинике. Во время сильных морозов вышел из строя насос, который максимально поддерживал тепло. Сейчас эта проблема устранена. Наша энергоснабжающая организация заменила насос. Поэтому сейчас такой проблемы не существует. Елена Афраимовна, как? Да, спасибо. Елена Афраимовна, вот как обстоят дела в других населенных пунктах района? Вот действительно ли там в Чульмане нет рентгена и что там с ним? Это, наверное, вы знаете. Ну, Алексей Александрович очень подробно дал информацию. Я хотела бы, наверное, в первую очередь сказать, что в 2019 году, еще в октябре месяце, глава подписал указ
о стратегическом развитии промышленной зоны медицинских организаций, куда непосредственно входила и Нерюнгри. Это не только сам город, но это в том числе и все населенные пункты Нерюнгринского района. Что касается Чульмана, мы понимаем, какая сегодня там ситуация. Действительно, материально-техническая база была достаточно слаба вообще в целом по Нерюнгри. И сегодня нами совместно с Центральной районной больницей разработана дорожная карта, и вы видите уже ее первые результаты. В частности, в Чульмане первое, что мы сделали, это мы отремонтировали детскую поликлинику, потому что все-таки детское население для нас в приоритете. Сегодня мы ставим вопрос о том числе и о ремонте и поликлинического корпуса, и стационарного корпуса, которые давно требуют ремонтов. И, как Алексей Александрович сказал, действительно нужно изменить помещение под рентгеноборудование, потому что сегодня он не выдерживает никакой критики и стандартов. И этим планомерно Центральная районная больница занимается. Надо сказать, что одним из наших достижений это было открытие врачебной амбулатории в Хане, которая в принципе не функционировала, принадлежала когда-то железным дорогам, а потом в дальнейшем было запущение, и в Хане практически не оказывалась медицинская помощь. В Центральной районной больнице было проведено ремонт помещения, подготовлен специалист, и сегодня там уже функционирует с середины 2020 года врачебная амбулатория. Мы помним состояние в поселке Енгри, когда буквально в стационаре у нас обрушивались полы. У нас такой пилотный проект на Нерюнгринском районе отрабатывается сегодня, когда в рамках жилищного строительства на первом этаже строящегося уже здания в Енгре будет расположена врачебная амбулатория. Мы надеемся, что буквально к концу 2021, начале 2022 года население Енгри приобретет уже тоже качественную медицинскую организацию. То же самое касается Золотинки, где сегодня проводятся ремонтные работы. И в феврале месяце откроют двери уже комфортабельное медицинское учреждение. Поэтому мы планомерно идем не только в Нерюнгринском районе, наверное, чуть позже об этом тоже скажу. Вы видите, какие там есть подвижки сегодня в рамках медицинского оборудования, поддержки материально-технической базы. Но мы не забываем и о населенных пунктах. Если говорить о Серебряноборской больнице, если уже не о материально-технической базе, об организационных мероприятиях, мы там планируем открыть межрайонный гастроэнтерологический центр. Сегодня ведутся лицензионные работы и подготовка специалистов. В прошлом году для этого было закуплено специальное оборудование, в том числе колоннодоскоп, которого никогда не было в Нерюнгринском районе. Это паллиативные койки, в том числе детские. В прошлом году мы открыли центр амбулаторной хирургии, поэтому достаточно много сегодня Нерюнгринскому району уделяется внимания. Спасибо за ответ. И мне говорят, что у нас есть звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Когда у нас будет, это я инвалид второй группы, когда у нас будет скорая помощь приходить вовремя? И еще хотела узнать, когда у нас начнут делать вакцину пожилым людям. Спасибо. Алексей Александрович, наверное, да? Я извиняюсь, я плохо вопрос услышал. Понял, что про скорую когда помощь. будет работать нормально скорая помощь и когда начнут вакцинирование пожилым людям? Я вот не понял, конечно, про какой район это говорится, но про вакцинирование пожилых людей. Да, вакцинирование пожилых людей мы начали. Первый транш вакцины к нам поступил, 1085 вакцин. Мы уже полностью их израсходовали. Второй транш ожидаем в феврале. Вакцинируем пожилых людей по записи. Телефон для записи колл-центра 59-1-33. Если есть какие-то вопросы, могут напрямую звонить мне в приемную. Телефон 421-70. Мы сами запишем. По скорой помощи. В настоящее время у нас на сегодня работает 5 круглосуточных бригад в городе Нерюнгри и 1 бригада круглосуточная в поселке Чульман. Когда главный врач дает телефоны всем, то, наверное, это, конечно, показывает внимание. Я предлагаю к следующему вопросу, которые поступили. Елена Афраимовна, лично вопрос к вам из соцсетей. На основании каких критериев должны ставиться прививки от коронавируса?
Ну, это один из самых популярнейших вопросов, и я благодарю за такую заинтересованность. Начну с того, что сегодня в республике у нас в основном представлена вакцина ГАМ-ковид-ВАК или спутник ВИ, как ее по-другому называют. Сегодня практически сняты ограничения по категориям граждан. То есть, если вы помните, вначале у нас были декретированные группы, то есть это медицинские работники, социальные. И вот вопрос, который предыдущий звучал, пожилого населения. Сегодня могут вакцинироваться абсолютно все по желанию. Это добровольная вакцинация. Есть одна единственная, значит, причина для того, чтобы не проводить вакцинацию. Это беременность, это кормящие матери и аллергическая реакция на предыдущие вакцины, которые когда-либо ставили тому или иному пациенту. Кроме того, мы рекомендуем, значит, лицам, переболевшим ковидом, вакцинироваться через 6 месяцев от начала заболевания. При этом четко подчеркну, что для того, чтобы получить вакцину, нет необходимости сдавать какие-то дополнительные исследования, в том числе ИФА либо ИХ тестирование. Вы можете, как сказал Алексей Александрович, записаться, причем можно также записаться через государственные услуги на сайте. Значит, вам назначат время и дату, и вы подходите, консультируетесь у врача. Если вдруг будут какие-то противопоказания, а мы сегодня видим, что это практически не случается, вас пригласят на другое время, например, у вас какая-то повышенная температура или признаки ОРВИ, а у вас других противопоказаний нет. Хочу еще раз акцентировать на том, что сегодня разрешено именно спутником ВИ вакцинировать лиц старше 65 лет и настоятельно рекомендуется вакцинировать людей с хроническими заболеваниями. В том числе это сахарный диабет, это какие-то, значит, заболевания сердечно-сосудистых, бронхолегочных систем. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать на вакцинацию. Но, тем не менее, она исключительно добровольная. То есть принудить поставить прививку вас никто не может. Она добровольная, но у нас есть все-таки постановление Российской Федерации, когда есть группа декретированных лиц, которые работодатель вправе отстранить от работы. Ну, в частности, это касается, ну, например, работников красных зон наших стационаров ковидных, потому что риск, значит, заражения либо, значит, оказания медицинской помощи такими, значит, медицинскими работниками превышает. Поэтому сегодня, раз есть защита, как раз государство нам дает сегодня такую возможность защитить себя и своих близких от вакцинации, в принципе, работодатель может использовать, значит, формы отстранения, не увольнения, отстранения от работы, значит, рекомендовать вакцинацию, либо перевестись в другой стационар. Но еще раз повторю, да, действительно, это дело добровольное, и каждый человек вправе выбирать, значит, оценивая все риски, вакцинироваться ему или нет. Но как врач я призываю вакцинироваться однозначно. Спасибо. Нерюнгринская детская поликлиника для прохождения УЗИ сердца ребенку устраивает квест для родителей. Сначала необходимо записаться на прием к педиатру, который на клочке бумаги пишет записку в 34-й кабинет, который работает по пятницам с 8, не факт, что останется талон для прохождения УЗИ. То есть родители как минимум 3 раза должны отпроситься с работы, чтобы пройти обследование ребенка. Алексей Александрович, прокомментируете? Ну, вообще, конечно, запись проводится у нас, как я говорил, через портал госуслуг специалистам. Специалисты должны записывать в электронной истории болезни, и при этом специалисты УЗИ должны были это видеть. Возможно, были какие-то трудности в программном обеспечении, потому что сейчас проходит как раз настройка серверов, настройка сети, локальной сети. Возможно, с этим есть трудности. Ну, и давайте мы посмотрим, разберемся с этим. Я обещаю, что мы вот устраним эту проблему. Когда откроют физиоотделение во взрослой поликлинике в Нерюнгре? С апреля закрыли? Ну, как мы все знаем, что сейчас мы живем во время пандемии. На пике волны заболеваемости в нашей больнице было развернуто 140 круглосуточных коек для лечения больных
новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы эти койки обеспечить специалистами, многие отделения, которые оказывали плановую помощь, были перепрофилированы на, так скажем, ковидные койки. Сегодня у нас идет спад второй волны, имеется 70 коек ковидных, поэтому сейчас мы начинаем постепенно возвращаться к плановой работе, и физиоотделение мы тоже уже возвращаем. И, насколько я знаю, оно уже работает. Возможно, Александр, какая-то устаревшая спасибо. У нас информация. звонок в студии. Ирина, предлагаю услышать нашего слушателя. Да, Пожалуйста. здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Меня зовут Наталья. Я не являюсь медиком, но у меня есть вопрос к администрации больницы и к администрации города. Знает ли администрация, как работники, медики добираются утром к 8 часам на работу? Такси вызвать невозможно. Ждут до 40 минут, а то и больше. Спасибо, Наталья. Алексей Александрович, расскажите, да, как добраться на больничный комплекс. Коротко, пожалуйста. Ну, вообще ходят автобусы, курсируют до больничного комплекса. Я, честно говоря, такой проблемы не слышал. Раньше была такая проблема. Но в этом году, я как понял, поменялись, так скажем, хозяева маршрутных автобусов, выиграли тендер, какие-то другие там участники. Да. Я думаю, сейчас проблем нету. Но мы сейчас как решаем эту проблему вообще? Мы планируем обратите внимание, перейти. Просто обратите внимание, что нам звонят. Очень много вопросов пришло сегодня на горячую линию. Мы их все передадим гостям эфира либо по адресу. Многие вопросы касаются и администрации города. Но на этом у нас время подходит к концу. Мы благодарим зрителей за вопросы, участников за ответы. Вас, Максим Викторович, тоже спасибо за ответы. Все озвучить просто невозможно. Это тема платежей, связи, регистрационного учета граждан, мусора, собак, отопления, медицины и даже судебных решений. Теперь с помощью ваших звонков и сообщений мы знаем, что беспокоит нерюнгринцев. На этом я, Ирина Ефимова и Максим Терещенко с вами прощаемся. До встречи в эфире. Здоровья вам.